что я хотел сказать. Мне кажется, что я никому советов не даю, но вот если бы был Майдан, а он будет когда-то в Беларуси, уже тогда люди не уйдут никуда и просто выгонят всю эту шваль бесповоротно, потому что если нужен был такой урок, что 10 тысяч стали политзаключенными из-за того, что люди просто не захотели остаться на ночь друг друга защищать там и дальше сидеть, то есть фактически все друг другу предали. Ну так, давайте так честно скажем. Да? Заразились потому, все предали всех. И вот результат сейчас видим. Ну, так что я не зря все это придумал про белорусский Майдан. Я, во-первых, тебе сказал, что только так украинцы поймут, что ты своя, и идентифицируют вас как людей, не смотрящих в рот русским. Вот это критично важно. Потом он будет физически, белорусский Майдан будет обязательно. Вот. И может быть когда-то вы назовете тоже Майдан независимости. Кто его знает. Вот. Но я-то точно знаю, что так будет. Единственное, надо по пути туда не растеряться самим. Мы сейчас находимся в положении близком к иранской интеллигенции, там еще таким странам, откуда вычистили все мозги и всю совесть. Ну, про Россию я не говорю, это не страна, там все уже понятно. Вот. И капец, русский рейх, конечно, будет разрушен. Вы должны быть к этому готовы. Должны быть готовы медиа, белорусский язык должен стать обычным языком, ничего особенного. То сейчас, как я понимаю, там по-русски кто-то говорит, я оборачиваюсь на английский, там, да, что вот какие-то, что это за колхоз? Да, националюги, как у нас. Ну, в Украине все такое же было. Если послушать там, вот, я не знаю, таких матерых украинцев, то когда они приезжали в Киев лет 20 назад учиться или что-то, они стеснялись по-украински даже название станции метро сказать. То есть вот палац спорту, например, да, у меня вот мой друг, он сам из Василькова, и он говорит, я когда сказал палац спорта, однокурсники засмеялись. Говорит, какой палац, что ты несешь, дворец! Вот до такого уровня доходило и будет доходить всегда, пока вы наконец не выплюнете, и все белорусы, большинство белорусов не выплюнет русских из своей, так сказать, жизни навсегда. Потому что я уверен, что из этих русских либералов вообще нет ни одного искреннего человека, они все за себя. Вот, и они вас тащат в прекрасную Россию будущего, которой не должно быть. Мы должны сделать все, чтобы никакой прекрасной России будущего не существовало. Мы должны быть готовы к тому, что когда эта уродливая преступная группировка будет разваливаться, нужно каждому получить свою независимость. Все. В том числе и белорусам. Я считаю, что три оккупированных территории вот, на Западе, не считая Чечня, это, понятно, Грузия на юге. Ну, вот, и оккупированные территории это Крым, Ордло и Беларусь в равной мере, я считаю, оккупированными территориями. Вот. Вопрос в том, как быстро до большей части белорусов дойдет, что русские не идут. Вот. И что любой этот русский либерал нашли, мать вашу, кого слушать, от зрителей, вот этих людей, которые смотрят каких-то русских либералов, кого Шендеровича, что ли, который язык из жопы не вынимает. Кого там? Светлана Алексеевна Мелов, нацист, подельник Навального. Такой же крымнашист, которого место вообще на параше рядом с шефом. Ну, короче. Вот, не верь, не бойся, не проси у русских ничего, не верь никогда и все. Это конченые люди, это не нация, это просто состав банды. Вот цель этой банды, чтобы не было всех остальных. Белорусами я вообще за людей не считаю, я никогда не слышал даже слова Беларуси, живя в Москве. Бульбаши там максимум чего достойно слышать. Вот. И они белорусы, куда ответственно заявляют, потому что белорусы, как я понимаю, не очень мобильны в массе своей, они в основном, не ездят много никуда, какой народ. Вот, в силу разных обстоятельств, потому что изоляция, переезд и так далее. Вот, но они вас за людей белорусов не считают, никаких иллюзий не строите. Все эти Ксении Собчак, какие-нибудь там Миловы, все эти, вот это все для того, чтобы вас не выпустить из, это все кремлевская агентура, чтобы вас не выпустить из смыслового ряда империи, чтобы вы всегда оглядывались на Москву, а что там русские скажут? А поддержит ли нас либерал, там, бляха-муха, я не знаю как, Илья Яшин. А когда вы без Москвы денетесь? Да, а куда вы без Москвы денетесь? Да. Но вот это маразматические идеи нужно из головы вычищать поганой методой. Кацапа гнать над самыми тряпками отовсюду. Вот, с телевидения, из Ютуба, не смотреть это говно. Вот, они недостойны минуты вашего внимания, одной минуты. Вот, тем более, что они же украинцев додумаются еще до сих пор учить, а как же не вас учат, я думаю, там вообще просто закачаешься. А чему они могут научить белорусов, как обосраться, как продаться, как с бутылкой виски к Путину бегать,
Сейчас поеду туда все эти друзья Алексеевич, вашей прекрасной писательницы, которая застыла в своем интеллектуальном развитии где-то в 17-летнем возрасте, тем не менее продолжает писать, к сожалению, всякую чушь про, как она сначала призывала людей выходить, потом смоталась быстренько, технично в Варшаву, 10 тысяч людей посадила. Вот, это все ее кладбище, на самом деле, потому что она авторитетом, надеюсь, являлась, потому что ну, это смешно просто. Инфантилизм просто подростков. Вот, я не про талант, я сейчас говорю, талант я не знаю. Вот, сейчас к вам будут запускать Берлак вот этих, всех, прости господи, Муратовых этих, Эхо Москвы, приедет к вам какая-нибудь Таня Фельгенгау, какой-нибудь Тихон Зыбко. И вот эта вся шелупонь, вот эта вся бессмысленная, абсолютно такая жирная, липкая масса, которая к белорусам привела. Самое нужно смыть, как вот просто, как вот этим фейлом от себя. И никогда больше не буду пускать. Ни слова не имеют про Беларусь сказать никакого. Единственное слово, которое могут говорить Кацапы говорить, это извините, и чем вам помочь. Вот это две вещи. Если они не произносят этих слов, пошли к черту. Если не знают, чей Крым, туда же. В принципе, вперед ногами. Вот. И я считаю, что вы должны быть, понятно, что у вас мало таких, пока. Но потом, лет через 10, когда все это рухнет, уже, может быть, и раньше, это вопрос воли политической, а не совсем ничего другого, на вас будут смотреть по-другому. Вас скажут, вот они все знали тогда еще. Вот, они все знали. Вот вы все знаете тогда еще. Так что не бойтесь, не унывайте. Я сам крымский татарин, ну и что там, вот так первая линия Крым, да? Ну, наша задача какая? Выжить и выжить. Выжить самим и выжить их оттуда. Вот и все. И ваша задача точно такая же. Нет кацапов в Беларуси, ни в медиапросторе, нигде. Просто все. Открыл рот кацап, закрыл рот кацап. Не слушать, призывать людей, не общаться с этими людьми, никак от них не зависит. Если какой-то русский банкир сейчас самый популярный политик в Беларуси, ну, вот такая прекрасная Россия. То есть они не хотят нас выпускать никогда. Ни один Навальный, Квадратный там, и любой никогда не отпустит Беларусь. Беларусь должна выйти сама. И никаких разрешений у кацапов никто спрашивать не должен. Вот, и заглядываться на них тоже. Вот. За вами будущее. Вот. Ваши дети, я думаю, будут в порядке уже жить в нормальной стране.